История республики в газетных колонках и живых воспоминаниях. Печатная журналистика Коми в этом году отмечает вековой юбилей. Ровно 100 лет назад увидела свет первая газета «Зырянская жизнь». Название с того момента издание меняло не раз. В разные времена ее сотрудниками были известные в Коми журналисты, поэты, писатели и общественные деятели. Авторы и читатели собрались накануне, чтобы отметить важную для печати Коми дату. Они идут с улыбками, с цветами, на них костюмы новые видать. Давно уже расстались мы с цепями, нам, слава Богу, есть чего терять. Глубокие песни, теплые воспоминания. В Национальной библиотеке люди абсолютно разные, но судьбы их объединяет одна газета. Для кого-то работа в ней лишь маленький фрагмент из жизни, для кого-то сама жизнь. Одних только редакторов за все время в «Красном знамени» было больше 2 десятков, что уж говорить об авторах. Поэт Александр Суворов о том, как пришел когда-то в издание, вспоминает сегодня с улыбкой. Только вернувшийся из армии, молодой и амбициозный, и псевдоним ему придумали подходящий – Изармин. Говорит, в новинку тогда была вся работа, даже по телефону звонить не умел, дома редкого на то время аппарата еще не было. А самые яркие воспоминания о командировках по республике. Летать и ездить приходилось туда, где еще ни разу не ступала нога журналиста. Один раз летал вместе с агрометеорологом. Я смотрел, как она определяла схожесть озимых весной. И в Обьячево, когда поднимались уже на вертолете, поднялись метров, наверное, на 300 над землей. Вот. И дуть стало от дверей. Ну и агрометеоролог, женщина, взяла дверь, решила захлопнуть, как в машине, и я и потянула туда. Вот. Я ее успел за руку схватить, втащил. И увидел, что у пилота фуражка поднимается на голове. На встрече звучат приветы от тех, кто до Сыктывкара добраться не сумел. Те же, кто сидит в зале, непременно хотят сказать пару добрых слов о прошлом. Вековому юбилею Коми журналистики посвящена экспозиция, развернутая в холле Национальной библиотеки. Любовь Филиппова окунулась в прошлое. Здесь история местной журналистики, что называется, во всех красках. Воспоминания и цветные, и черно-белые. Большую работу по подбору экспонатов проделала Национальная библиотека. Мы представили древо Коми-периодики, большое исследование, которое создано нашими сотрудниками и сегодня экспонируется в нашем музее книжной культуры. Можно сказать, что у нас сегодня выездная сессия музея, да. И, конечно, представлены те издания раритетные, старые, которые составляют историю нашей Коми-прессы, Коми-периодики. Все то, откуда растет, в общем-то, это древо, да, что составляет его славу. Здесь газеты «Сестры», те, что выросли из первого в Коми издания «Зырянская жизнь». Какие-то из них давно канули в лету, а какие-то, как, например, Коми-му, здравствуют до сих пор. Попасть в редакторский кабинет из прошлого сегодня может любой гость библиотеки. Самое интересное в инсталляции, конечно, то, что лежит на столах. Вот, например, Герд «Знамя». Когда-то у русской газеты была версия еще и на Коми языке. А здесь целая подшивка выпусков из 60-х годов. Представьте себе, по ним можно восстановить вообще всю историю республики. В номере от 8 марта 1964 года, к примеру, поздравления с Международным женским днем, а заодно статья о передовых женщинах, которые работали на еще только-только начинавшем строиться тогда лесопромышленном комплексе. И подобных фактов в подшивках издания хоть отбавляй. Недалеко от экспозиции фотовыставка. Сами гости окрестили ее мемориальной. Автор Андрей Шопша ушел из жизни 4 года назад, после себя оставив уникальное наследие – фотоснимки. На них жизнь не только самой редакции, но и вообще республики. Такая, какая есть. Природа, атмосфера, люди, обстоятельства. Любовь Филиппова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.